Почему я выбрал эту тему? Да, пожалуйста, пожалуйста. Двоящийся мир, и я ее не совсем правильно назвал, двоящийся мир и развивающийся, свивающий свиток жизни. Там не столько жизни, сколько истории. Но дело в том, что у Гоголя частная жизнь человека так плотно стянута с историей, что жизнь здесь можно читать, что называется, и так, и это. А выбрал я эту тему по одной простой причине. Вот, мы до сих пор живем инерцией советского мышления. А точнее, применительно к нам, точнее будет сказать, применительно к тому материалу, о котором будем говорить, инерцией советской школы, которая всегда оперировала очевидностью. В этом была ее огромная сила. Сила убедительности. Ну ты что, не видишь, что ли? Действительно, это три источника, три составных части там чего? Коммунизма? Или чего? Марксизма? Или чего-то там еще? Вот 5 сталинских ударов, да, 5 сталинских, вот пятилетки. Все было очень точно, очень убедительно, потому что настаивалось все это на очевидном, на очевидностях, с которыми очень трудно было спорить. В литературоведении это сказалось со страшной силой. Тем была сильна, так скажем, методика преподавания русской литературы в советской школе. Вот тем же самым она строилась на очевидности. Вот мы читаем Гоголя. Смотрите, Гоголь что делает? Он смеется над Чичиковым, он смеется над Маниловым, он смеется над Плюшкиным, он смеется над тем, над пятым, над десятым. Вывод, очевидный вывод. Гоголь сатирик, Гоголь не принимает, следовательно, он не принимает современной ему действительности, следовательно, это наш писатель, который знает, что вот тот мир, в котором он живет, мир самодержавия, мир крепостного права и так далее, это плохо, это ужасно. А вы-то в каком мире, ребята, живете? О, вы живете в замечательном мире, в прекрасном мире. Все, закрепился стереотип. Гоголь сатирик. Гоголь критик существующей системы, существующего при нем там строя и так далее, и так далее. Можно, конечно, умиляться, допустим, ребятами из кружка Станкевича, которые часто собираясь, после того, как они обсуждали политические вопросы, говорят, а не почитать ли нам «Мертвые души»? И они читали «Мертвые души» вслух. Кто-то читал, а они все слушали. Но представляете, как они их читали? Они их читали точно так же, как какой-нибудь ученик 9 класса образца 72 года или 75 года. Вот, видите, как Гоголь мастерски изобразил этот недостаток среды, этот. И так длилось очень долго. Поэтому я постарался максимально уйти от этого стереотипа, от этой очевидности, и предложить вам немножко другого Гоголя. Мне кажется, Гоголя гораздо более глубокого, гораздо более значительного и гораздо более масштабного, чем просто Гоголь в таких вот элементарных представлениях. Это первый момент. Второй момент, как бы из предисловия. Гоголь реалист? Реалист. Точно. А? Метафизический реалист. Это уже интереснее. Смотря какие произведения смотреть. Смотря какие произведения смотреть. И традиционно мы говорим, что Гоголь двигался от романтизма к реализму. Что вот «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», это вот романтизм, петербургские повести, это уже что-то такое, фантастический реализм, что называется, а вот уже в «Мертвых душах» он развернул во всю прыть и во всю мощь свое реалистическое, что называется, мастерство. Но вроде бы после Пушкина так и должно быть. Но дело в том, что в литературе, а особенно в русской литературе начала XIX века, даже и первой половины XIX века, вот такого линейного развития не было, когда последовательно, как звенья в цепочке, один за другим, вот мы этот рубеж освоили, пошли дальше, этот рубеж освоили, пошли дальше и так далее. Да, Пушкин многому учился, безусловно, вернее, Гоголь многому учился у Пушкина,
много взаимствовал у Пушкина и так далее. Ну, во-первых, путь Гоголя был совершенно самостоятельным, вот при том, что он многому учился у Пушкина, он был абсолютно самостоятельным писателем. Это с одной стороны, а с другой стороны надо учесть, что Гоголь учился ведь не только у Пушкина. Гоголь принадлежал, вот это был один из последних русских писателей начала XIX века, который ощущал, какого масштаба и какого значения культура стояла за их плечами, за их спиной. Вот следующее поколение, оно все будет устремлено в будущее. Оно это прошлое перечеркнет, оно скажет, что оно недостойно внимания, следующее поколение заговорят о том, что мир принадлежит будущему, будущее прекрасно, настоящее ужасно, и надо стремиться всячески прорваться из этого ужасного настоящего в прекрасное будущее, и начинали строить модели свои, каково будет, что называется, это будущее. Вот это ощущение масштаба предшествующей эпохи и размаха предшествующей эпохи, оно для них уже будет потеряно. Для Гоголя оно еще осталось. Для Гоголя еще важно такое понятие, как, повторюсь, масштаб. Поэтому, когда мы в «Мертвых душах» читаем вот эти вот совершенно замечательные лирические отступления космогонического порядка, когда Русь, тройка, мчит по всему миру, и все народы расступаются и дают ей дорогу, за этим стоит вот это представление о том, в каких измерениях, в каких масштабах можно оценивать и можно описывать Россию. Не в масштабе Чичикова, не в масштабе Плюшкина, не в масштабе Собакевича или даже Петуха из второго тома «Мертвых душ», а во вселенском масштабе, как сказал бы другой герой, во всемирно-историческом масштабе. Это надо учитывать. Итак, в 1809 году, месяца марта 19 числа, у помещика Василия Яновича Яновского родился сын Николай и окрещен, молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский, восприемником был господин полковник Михаил Трохимовский. Так родился Коля, будущий Гоголь, пока еще Коля Яновский, которому вот суждено было сказать в русской литературе такое слово, которое ни до него, ни после него никто не сказал. Делаем отступление и переходим сразу к двоящемуся миру. Вообще в русской литературе, в художественной литературе, мир начинает строиться как бинарный, как состоящий из двух каких-то больших компонентов на рубеже 18-19 веков, в эпоху вот пред- и, собственно, романтизма. Но о двойственности мира и отражение этой двойственности русская литература знала всегда, начиная с древнерусского периода ее развития. Вот даже вся древнерусская культура строится на бинарной оппозиции, даже не на бинарной оппозиции, а на представлениях о том, что мир в целом состоит из двух значительных частей. Это мир дольний, мир человеческий, мир земной, мир горизонталей, так скажем, и мир вертикалей. Мир небесный, мир божественный, мир сотворенный Богом, и мир, так скажем, идеальный, если проще его определить. И отношения в древнерусской литературе, отношения между этими двумя мирами было построено по принципу конъюнкции. Ну, в логике конъюнкция это, так скажем, логическая операция, максимально приближенная к союзу «и». Я и ты, он и так далее. Вот этот мир и тот мир. Не этот, но тот. Не этот, а тот. А этот и тот. И вот эти вот и отношения, они, собственно говоря, характерны для всей древнерусской литературы, начиная с раннего средневековья и заканчивая 16-17 веками. И в этой ситуации
культурной, вернее, эта культурная ситуация, она вся основывалась, она вся опиралась на представление о том, что одного «я» недостаточно. «Я» полноценно только тогда, когда оно осознает наличие другого «я». «Я» не только наличие другого «я», а когда оно вступает в отношения с другим «я». «Я» есть «я» и не «я». Одновременно. «Я» есть «я» и не «я». Без него я не полон. С ним я полон. Поэтому, кстати, дидактическая литература древнерусская постоянно настаивает на том, что первоочередной задачей индивида должно быть стремление к уступке, отказу от субъектности. То есть человек должен быть готов принести себя в жертву, принести в жертву личный интерес, должен стремиться объединяться с другими посредством милостыни, всепрощения, беззлобия, братолюбия, побратимства, должен подчиняться старшим, должен сопереживать другим. Лука Жидятич еще в 11 веке учит: с радующимися радуйся, с печальными печалься. И это такие вот отношения, построенные по принципу конъюнкции, они возводятся в конечном итоге к некоему идеалу человеческого поведения, наиболее полно отпечатленному в Иисусе Христе, который пожертвовал собой и своей жизнью ради искупления грехов наших. Вот ты должен вести себя по этой модели, ты должен жить по этой модели. И все должны жить по этой модели. И когда все будут жить по этой модели мы, собственно говоря, и достигаем вот соответствия мира дольнего и мира горнего. И тогда они максимально сближены, тогда они отражают, повторяют друг друга, и мы достигаем вот того идеала, к которому, собственно говоря, стремимся. Потом древнерусская литература, после средневековая, что называется, постраннесредневековая, собственно средневековая, она переживет массу различных трансформаций, там будут разъединительные принципы выплывать и разные другие, но вот это представление о некоем единстве двух миров, о наличии двух миров и их сложном единстве, сложном перетекании друг друга, оно, собственно говоря, останется. Останется оно вплоть до нового времени. Новое время, просветительская эпоха, принесет совершенно другую картину мира. Картину мира, уже не состоящую не из двух компонентов, а состоящую из множества компонентов. Представление о полюсах останется. На протяжении всего 17-18 и даже в начале 19 века русская культура настаивает на том, что вот есть то, что называется ценностный низ, то, что не представляет ценности, то, что является пошлым, непривлекательным, низким, дряблым, нежизнеспособным. Это быт, это проза, это самые элементарные и низкие проявления человеческой личности, человеческого характера, гоголевские. Вот почти мертвые души, что называется. Вот. И есть некий ценностный верх. Это сфера разума, это сфера логики, это сфера идеальных отношений, построенных уже не на принципе божественном, а на принципе степени просвещения, научного обоснования, логичности тех или иных явлений. В русской литературе это отражается, если кто-то помнит, на уровне жанра и стиля. Русская литература становится многожанровой, от оды до сатиры, и становится многостилевой, потому что за каждым жанром закрепляется определенный словарь, определенный тезаурус, меняться которыми нельзя. Если это ода, то здесь должен быть один словарь возвышенной лексики, приподнятых эмоций и так далее. Если это другой жанр, то тут уже другой словарь.
И вот, допустим, в одном случае мы читаем: пунш, пиво и табак стояли на столе, широкой задницей, с угрями на челе, вся провонявшая чесноком и водкой, сидела сводня там с известной красоткой. Это ироническая поэма, и вот вам стиль, вот вам словарь. И совсем другое открылось: бездна звезд полна, чего там, звездам нет счета, бездне дна. Совершенно другой мир, совершенно другой стиль, совершенно другой словарь и так далее. И между ними строятся все остальные как бы жанры и стили и так далее. И это множественность как бы мира, но множественность очень упорядоченная, иерархически, строго упорядоченная множественность, она и становится вот такой отличительной чертой русской культуры 17-18 веков. В начале 19 века вот появляется то, что мы называем, собственно, бинарностью. Когда многокомпонентный мир снова делится на два компонента. И это, во-первых, та же самая проза, тот же самый быт, та же самая обыденная человеческая жизнь, а с другой стороны сфера идеала. Это не то, чем я живу, а чем я хочу жить. Это не то, как я живу, а как я хочу жить. Это не то, что я делаю, а что я хотел бы делать. И отношения между этими двумя элементами, вроде бы, с одной стороны, формально чистое повторение древнерусской структуры, а в содержательном аспекте это совсем другое. Это жесткое противопоставление. Я живу не так, как хотел бы. Я чувствую не так, как хотел бы. Со мной происходит совсем не то, что я хотел бы, чтобы со мной происходило. Я живу совсем не так, как я хотел бы жить, и так далее, и так далее. Все начинается очень легко с мысли о желаемом, которое лучше сущего. Да, конечно, в мечтах, он там, вот как у Манилова в мечтах, вот построить бы мост, да на этом мосту поставить бы там эти торговые там павильончики для купцов, да чтобы государь, император, узнал про нашу дружбу, да наградил нас медалями. Вот романтическое мечтание, вот безобидное, собственно говоря, но это начинается только с безобидного, а заканчивается тем, что очень точно зафиксировано в стихотворении Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума». Вот здесь как раз вот такая мечта осмысляется как безумие. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет лучше посох да с ума, нет лучше труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда бы оставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес. Я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных, чудных грез, и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут. Посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глухих дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. Пушкин, как бы забегая немного вперед, Лермонтов потом как бы отступит и снова это все повторит по второму кругу, почему я говорю, что нет линейного движения. Пушкин предупреждает, что в этой неудовлетворенности настоящим, сущим, в этой готовности пожертвовать всем, даже умом, даже с трезвым сознанием ради вот какого-то идеального начала, эта штука очень опасная. Эта штука разрушительная, прежде всего разрушительная для самого того, кто живет этими мыслями. Потом Лермонтов в «Герое нашего времени» очень точно зафиксирует вот это саморазрушение человека
внутреннее, нравственное, этическое саморазрушение человека, который вот встанет в эту позицию. Я ничего не приемлю, я никого не приемлю, я буду жить только тем идеалом, который существует в моем сознании и так далее, и так далее. Вот. Пушкин как бы Пушкин пересматривает вот эту бинарную оппозицию мечты и идеала, и вслед за ним потом, повторив этот круг, пойдет Лермонтов. И Пушкин и Лермонтов вот заложат очень мощный фундамент, вернее камень, фундамент русской культуры 19-20 века, камень, связанный с представлениями о том, что идеал не вынесен куда-то за пределы реальности, он существует в реальности. Нужно только сменить угол зрения, нужно постараться несколько иначе взглянуть на то, что тебя окружает, и, может быть, ты увидишь в этом неприемлемом для тебя, непривлекательном для тебя что-то, что тебя привлечет, и что утешит, и что успокоит, и даст тебе силы существовать в этом невыносимом мире и так далее. Ну, самая классика «люблю отчизну я, но странную любовью». Вот там все эти перечисления качеств и свойств, они же сводятся к тому, что прекрасно есть даже там, в том, что традиционно кажется низким. Прекрасно есть даже в том, что традиционно кажется прозаическим, обыденным, пошлым, гомон пьяных мужичков. Уж какая поэзия. А у Лермонтова поэзия. А у Лермонтова красота. Надо только сменить угол зрения. Догоголевская традиция закрепляет вот этот тезис о том, что мир, собственно говоря, состоит из двух начал, позитивного и негативного, и позитивное и негативное уживаются рядом. Позитивное и негативное переливаются друг в друга, перетекают друг в друга, а вот следующее, после гоголевское поколение, сделает еще один шаг. Оно снова вынесет подлинное, настоящее, прекрасное в будущее, закрепит за настоящим негативные оценки, и тогда родится вот то, что мы называем критическим реализмом или чернышевское течение в русской литературе. Вот надо сделать все, чтобы современную жизнь, современную действительность перестроить по законам будущего. Надо ее переформатировать, надо сменить ее архитектуру. А мы знаем образец, мы знаем, каков должен быть мир, и мы должны сейчас начинать вот закладывать фундамент в сегодняшнем дне, закладывать фундамент завтрашнего дня. Это уже после гоголевская, но не гоголевская традиция. Гоголь тут занимает совершенно особую позицию. И не пушкинскую, и не послепушкинскую. Первая отличительная черта мира Гоголя, мы ее очень хорошо знаем, но повторюсь. Вот когда мы читаем его произведения, особенно если, вот, как я полюбил в последнее время читать, садишься с первого тома и по последней вот так вот. Читаем. Тогда картина разворачивается очень внятная, очень понятная и очевидная. Вот если вот так Гоголя читать, то получается удивительная вещь. Вот отличительная черта его мира, его движение от вечеров на хуторе близ Диканьки к мертвым душам, это движение, в котором нарастает вот такое явление, которое я для себя назвал примерно так. Гоголю как будто с каждым разом все меньше, все теснее и теснее в рамках того сюжета, который является для его повествования основным. Ему тесно в этих рамках, ему неудобно в этих рамках, ему не хватает, уж как он там хвост, что называется, писательский свой не распускает, тут тебе и кувшинчик, значит, в пыли, как в кафтане и так далее, а все равно мало, а все равно недостаточно. И он тогда начинает достраивать основной сюжет дополнительными боковыми сюжетами, такими дополнительными боковыми веточками. Накушавшись чаю,
Он ведет себя примерно так, как потом поведет себя Чичиков в гостинице в первый день, когда он приезжает в город Н. Вы помните, он идет гулять по городу, он знакомится с городом. В конце этой прогулки он срывает с забора афишу, сворачивает ее в трубочку, приносит в номер. И, накушавшись чаю, он уселся перед столом, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать. Впрочем, замечательного немного было в афише. Давалась драма господина Коцебу, в которой Ролана играл господин Поплевкин, Кору девица Зяблова. Вспомнили, откуда Ильф и Петров берут фамилии своих театральных деятелей-то там? Прочие лица были и того менее замечательными. Однако же он прочел их всех, добрался даже до цены портера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского управления. Потом переворотил на другую сторону, узнать, нет ли там чего-нибудь. Что там может быть, если афиша наклеена на заборе? И тем не менее он переворачивает, смотрит, нет ли там чего-нибудь. Вот Гоголь поступает точно так же. Его лирическое отступление – это вот попытки заглянуть вот туда. Вот картинка, а что за ней? Только в афише там ничего нету, а у Гоголя там разворачиваются невероятные вещи. Лирические отступления, пейзажные зарисовки и так далее. Но все это вроде бы русская литература прекрасно знала. Лирические отступления есть и были и до Гоголя, и были после Гоголя, и пейзажные зарисовки. Кто из нас не читал? Дуб туда, дуб сюда. Знаменитый пейзаж из «Войны и мира». И тем не менее, у Гоголя, Гоголь здесь выпадает из общего ряда. Во-первых, потому что у него эти лирические отступления, эти боковые сюжеты неимоверно увеличиваются в количестве, их удельный вес становится невероятно высоким. Вот если вы внимательно перечитаете главку, посвященную Плюшкину в «Мертвых душах», вы увидите, что там половина главки – это лирические отступления. Сплошные лирические отступления. И второе, что выделяет Гоголя, это то, что Гоголь эти самые лирические отступления, вот эти боковые сюжеты ставит в конец повествования, то есть в самую сильную ударную смысловую позицию. Они сконцентрируют на себя, они стягивают на себя весь смысл всего, что написано. Наконец, сами эти отступления строятся у Гоголя по принципу нагнетания лирического начала. Вот посмотрите, Сорочинская ярмарка. Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабее и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот и отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость, прекрасные непостоянные гости, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает вырвать веселье. В собственном эхе слышит уже он грустную грусть и пустыню, и дикую внешнюю, и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старшего брата их, скучно оставленному, и тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему. Так заканчивается Сорочинская ярмарка. Посмотрите, на каком лирическом подъеме. Это же начало, это начало творческого пути Гоголя, это Сорочинская ярмарка. А теперь прочитаем, что происходит в финале. «Мертвые души». И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, и погнал, и погнал, и погнал. И я не буду полностью эту цитату проводить. Вы помните, как нагнетается там это высокое лирическое начало, и до легкие тучи, до продирающий месяц, одни кажутся недвижные и так далее, и так далее. При этом обратите внимание, как, разворачивая дополнительный сюжет, Гоголь все дальше и дальше удаляется от первотолчка, от первопричины, по которой этот сюжет возникает.
Причем это константа художественного мира Гоголя. Вот по малейшему поводу он отвлекается и готов улететь уже на ту сторону и существовать там на той стороне. Вот самое начало «Мертвых душ». Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах. Ну, можно бы и остановиться, да? Весьма узких и коротких, уже избыток. Во фраке с покушениями на моду, уже избыток. Из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом. Все. Вот он забыл уже про Чичикова, вот уже вот это важнее, это главнее. И здесь надо сосредоточить взгляд. Итак, Гоголь как будто настаивает, что ни основной сюжет, ни система персонажей и портретов, и характеристик этих героев ему недостаточны. Как бы он точно не изображал своих героев, как бы он ни разворачивал, как бы он ни строил сюжет, этого ему мало, этого ему недостаточно. Ему постоянно необходимо, если не разворачивать, что называется, во всю шире дополнительный сюжет, то, по крайней мере, держать в виду то, что этот сюжет потенциально может заместить основной. Что если двигаться дальше, если раскручивать этот сюжет дальше, то он может уравновесить основной, а может быть даже и перекрыть этот основной сюжет. Более того, он и строит часто эти лирические отступления как мини-сюжеты, как замкнутые на себе, как самодостаточные сюжеты. Посмотрите, я всегда это место читал и для студентов, и для себя постоянно читаю с удовольствием. Это из старосветских помещиков. Помните, там кошечка убежала у Пульхерии Ивановны? За садом находился у них большой лес, то есть у Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав, свой гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Все, Остапа понесло. Это, напротив того, большей частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Являются даже... Понимаете, что такое для хохла сало укроить? Является даже в самой кухне, прыгнувший внезапно в растворенное окно, когда заметит, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивали сквозь дыру под амбаром обнюхивались с кроткой кошечкой Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Это вот надо было нагородить для того, чтобы по существу сказать, что эти коты обнюхались с кошечкой и увели ее в лес. Но надо было же вот такой вот сюжетище выстроить. Это целый замкнутый сюжет, посвященный, такой каталогический, что называется, сюжет, типология котов. Вот пока можно предположить, что перед нами вот тот самый гоголевская трансформация того самого бинарного принципа, о котором мы говорим, да? Дополнительный сюжет развивается как вторая половина вот этого двуединства. Но пока только предположим. На больше я пока не готов. Сейчас немножко о специфике зрения у Гоголя. Без этого тоже нельзя обойтись. Еще одно как бы отступление такое будет. Вот, во-первых, оно у Гоголя совершенно необычное. Нечеловеческое, так скажем, зрение. Понимаете, чтобы увидеть тульскую булавку с бронзовым пистолетом, нужно подойти вплотную к этому человеку. А взгляд-то из брички. Как из брички можно... Я понимаю, как можно увидеть панталоны, я понимаю, как можно увидеть жилетку, я понимаю даже галстук, как увидеть. Но чтобы увидеть именно тульскую булавку,
именно с бронзовым пистолетом, вот для этого нужно обладать каким-то совершенно фантастическим зрением. То же самое происходит, когда Гоголь начинает смотреть вдаль. Вот к Пульхерии Ивановне он приезжает, утром встает, его там пением встречает петух, Павел Иванович Читиков подходит к окну, и Гоголь обращает наше внимание на то, что окно было очень близко к земле, близко от земли, то есть оно очень низко было от пола. Окно глядело едва ли не в курятник, слушайте внимательно. По крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа. Этот небольшой дворик или курятник преграждал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйским овощем. Как это увидеть? Если окно над землей, мало того, между мной, вернее, между этим окном и там дальше забор, следовательно, взгляд-то должен вот так идти. Чтобы увидеть то, что за забором, нужно разместиться либо выше забора, либо тогда взгляд должен перепрыгнуть через забор. А Гоголь умеет такое видеть. Это такое... Я понимаю, что я сейчас прибегну к сравнению диковатому, но тем не менее, это такое фасеточное зрение. Вот все знают, да, что такое фасеточное зрение? Вот это умение видеть фрагменты и складывать из них картину. Не видеть картину и потом вглядываться в фрагменты, а увидеть фрагменты и потом сложить из них картину. Как она уже сложится, так она и сложится. Правильно? Главное, чтобы все компоненты там были, там присутствовали. Тем более, что Гоголь же очень любит вот это перебирание деталей на деталь, за деталью и так далее, и так далее. И Гоголь собирает эти детали, собирает эти черточки, эти характеристики буквально с последовательностью, с маниакальностью Плюшкина, который вот каждую, что называется, каждый клочочек, каждую щепочку, каждый фрагментик обязательно куда-нибудь пристроит и найдет ему место. Вот у Гоголя то же самое зрение, он детали выдергивает и буквально складирует уже по своей какой-то системе. Это не взгляд, это результат взгляда. Это уже какая-то система, своя гоголевская систематизация. Правда, у такого зрения есть один и достаточно глубокий смысл. Гоголь стремится постоянно увидеть, если выражаться его словами, все, что не есть. Вот ничего нельзя пропустить. Надо все увидеть и все назвать, все поименовать. Ничем нельзя пренебрегать, никакой деталькой. Вот буквально Плюшкин. Вот и бумажкой нельзя пренебрегать, и этим плесневелым сухарем нельзя пренебрегать, и этим ликером, которым там уже мухи давным-давно плавают, тоже нельзя. Вот ничем нельзя пренебрегать. Все надо собрать вот в эту вот общую такую картину, результат этого гоголевского фасеточного зрения. Да, зрение у Гоголя было очень емким, очень острым, но у него был один органический изъян. Этот органический изъян можно определить примерно так. Этот взгляд деформировал вещи. Этот взгляд деформировал предметы и особенно деформировал портреты. Портреты у Гоголя, его героев, в конечном итоге получались, так скажем, обесчеловечивающими, механистическими. Вспомните Плюшкина. Давайте Плюшкина не будем вспоминать, я объясню почему. Вспомните Манилова, вспомните Собакевича, вспомните Ноздрева, вспомните Коробочку.
Это же будущие щедринские органчики. Строго определенный и никогда не изменяемый, не дополняемый и не убавляемый набор функций. И больше ничего. Там больше ничего нет. Там все реакции программируются. Там все шаги, все поступки, все слова заданы как бы заранее. Они вписаны в очень четкий, что называется, объем. И в этом объеме они существуют по одним и тем же схемам, по одним и тем же законам, по одним и тем же порядкам. У Гоголя это часто даже и вот в прямом слове выражено. Вспомните совершенно замечательное место из петербургских повестей. Вы здесь встретите бакенбарды, не человека с бакенбардами, а бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изящным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболя в углу. Вот, началось опять дробление. Не просто бакенбарды, а вот такие. Здесь вы встретите усы, здесь вы встретите тысячи сортов шляпок, здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда. Вот представьте себе вот такой Невский проспект, да? Вот тебе талия прошла, вот бакенбарды прошли, вот шляпка двинулась дальше, а следом за ним усы прошли. А потом нос, да, отделится от Ковалева и начнет жить своей жизнью и так далее. У Гоголя это запросто. Гоголь сделал ставку на мелочи, на детали, на микроскопические детали, причем самого мелкого, самого ничтожного порядка. И он берет, когда он начинает перечислять эти цели, эти детали, возникает эффект отделения деталей от целого. Он не от целого идет к частному, а он от частного потом начинает, от множества частных фрагментов начинает возвращаться к целому. И вот тогда возникает вот это омертвляющий этот самый эффект, потому что у него, в отличие от, так скажем, нормального человека, не мертвое существует на фоне живого, а живое на фоне мертвого. Не часть существует на фоне целого, а целое существует на фоне части. И это потом, мы к этой теме еще вернемся, и просто пока ее зафиксируем, а пока сформулируем такую вещь. От чего это получается? А это получается у Гоголя от того, что между повествующим, героем и вещью, деталью нет связи, нет единства, нет того очеловечивающего тепла, который соединяет человека с предметным миром, который соединяет его с бытом, домом, ближней комнатой, и усадьбой и так далее. Хотя как бы усадьбы у Гоголя в «Мертвых душах» повторяют героев, да? Усадьба Манилова – это копия Манилова, усадьба Ноздрева – это копия Ноздрева, там не случайно подчеркнуты эти большая конюшня, в которой только в 2 яслях стоят лошади, а все остальные ясли пустые. Ну, это Ноздрев, что называется. А уж у Собакевича, так там все кричит: «Я Собакевич», и я тоже похож на Собакевича и так далее. Но тем не менее, вот это вот, это как бы несодержательное единство, это похожесть, это повторяемость, неодушевленная, и неодушевляемая автором. Самое главное заключается здесь в том, что сам Гоголь по отношению к своим героям теплых чувств не испытывает. Он испытывает чувство удивления, он испытывает чувство недоумения, брезгливости, неприятия, несогласия, отвращения, в конце концов, даже отвращения. Но теплого человеческого чувства, сочувствия, сопереживания он к своим героям не испытывает. Не ко всем, но про тех, кем испытывает, это позже.
Это будет второй том мертвых нашей лекции. Вот. Вот отъединенность автора от героев, а героев от того мира, в котором они живут, вот оно и порождает вот этот, видимо, оно и порождает вот этот дефицит изображения и требует от Гоголя вот этого, вот, а что там? Может быть, там по-другому. Вот здесь так меня не устраивает. Может быть, там иначе. Может быть, там, на той стороне афиши, будет что-то такое, что меня устроит, что мне покажется приемлемым, привлекательным. Ну, опять же, это только вот пока на этом уровне нашего разговора, это пока только предположение. Пока, а сейчас обращу ваше внимание вот на какую вещь. Все было залито светом, черные фраки мелькали и носились врозь и кучами, там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде, в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его сверкающие обломки перед открытым окном. Дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движущимися за движениями жестких рук ее, поднимается молот, а воздушной эскадрильи мух, поднятые легким воздушным воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые кусочки, где в разбитную, где густыми кучами, насыщенные богатым летом и без того на всяком шагу расставленными лакомствами, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна от другой задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылом, или протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головой, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Вот еще один парадокс Гоголя. Если в лирическом отступлении нет людей, вернее так, чем безлюднее лирическое отступление, чем безлюднее боковой сюжет, тем гармоничнее картина, которую он рисует. Вот мухи здесь, игнорирующие детей и игнорирующие эту самую бабку, которая этот сахар колет, живущие своей жизнью, это идеальная картина, это идеальный мир. Это самодостаточный мир и так далее. В чем тут дело? Вот опять, я думаю, в том же дефиците. Он, переворачивая афишу, видит, собственно говоря, то же самое. Там, где появляется вот эта разъединенность человека, и там, где появляется человек, там возникает разъединенность. Там возникает нестыковка, там возникает некое внутреннее несогласие. Итак, дополнительный боковой сюжет у Гоголя чаще всего связан с предметами или вещами, когда появляется человек, там все по-другому, и является как бы окнами, просветлениями в какой-то параллельный мир. Вот, подобие вот той бинарности, о которой мы начинали уже говорить. Вот описать этот другой мир, вот той стороны афиши, лучше всего с помощью возвращения к двум героям, о которых я сегодня меньше всего говорил, хотя школьная программа и вообще в большинстве случаев пишущие о мертвых душах говорят более всего. Обратите внимание, о ком я меньше всего говорил. О Чичикове и о Плюшкине. Вот разговор о Чичикове и о Плюшкине – это особый разговор, применительно к мертвым душам, потому что вот здесь, когда Гоголь обращается к этим двум героям,
что-то меняется в его повествовании. Оно начинает перестраиваться и начинает разворачиваться по каким-то немножечко другим законам. Во-первых, чем отличаются эти два героя от всех остальных? У них есть биографии. Больше ни у кого из героев мертвых душ биографии нет. И вообще Гоголь не очень любит биографии. Обратите внимание, если вы вспомните, так скажем, весь мир Гоголя, то он не очень любит биографии. Он предпочитает, вот с этого начал и пошел вперед. Дальше двинулось повествование. Ретроспективы его не очень привлекают. Здесь, кажется, происходит то же самое. Только два героя получают у него биографии. Биографии есть у Плюшкина и у Чичикова. Причем второй момент выделенности героя – это то, что их оценка предопределена, она предзадана. Мы еще не знаем героя, но оценка этого героя уже известна. Если о других героях мы узнаем по мере рассказа о них, то, допустим, применительно к Плюшкину, то, что он скуп, мы узнаем еще до того, как мы встретились с Плюшкиным. О том, что он скуп, говорит Чичикову Собакевич. И мы уже, встречая героя, мы уже готовы. Мы уже знаем, что вот Собакевич скуп, а Манилов жулик. Задавая нам отношения, Гоголь в рассказе об этих двух героях, в самом рассказе начинает это отношение разрушать, начинает его расшатывать, начинает ставить его под сомнение. Я уже говорил, лирические отступления в повествовании о Плюшкине – это половина текста. И это совершенно не случайно. С одной стороны, Гоголь как бы стремится применительно к Плюшкину как бы доказать, да, Плюшкин – это прореха на человечестве. Да, это скупость в предельном ее выражении, да, это скаредность, да, это бессмысленность существования, да, это безрезультативный перевод добра в свою противоположность, что называется, и так далее. Но вот что удивительно. Если в других случаях взгляд повествователя у Гоголя вот такой отстраненно-нейтральный, в лучших случаях, или иронический, или сатирический, то применительно к Плюшкину ситуация меняется. И ситуация меняется. Он может прямо, точно так же, как в других случаях, высказаться. И до какой же ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться. И похоже это на правду. Ведь похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламень юности отскочил бы, пламенный юноша отскочил бы с ужасом там, и так далее. Могила, милость, а дальше о старости, о том, что могила щедрее старости, потому что старость безотзывная и так далее, и так далее. Но посмотрите, как построен этот рассказ, это повествование. Оно исполнено не презрение, оно исполнено не негодование, оно исполнено не иронией, а оно исполнено горечи и досады. Горечи и досады за то, что произошло с этим человеком. Мы знаем биографию его, и мы знаем, какие силы обрушились на этого человека в начале его жизни, как жизнь жестоко обошлась с ним. Все, кажется, начиналось прекрасно. Замечательный дом, отличная семья, ухоженное хозяйство, приносящее прибыль, сытые, довольные, трудолюбивые крестьяне и так далее, и так далее. Умирает жена, и этот дом дом в широком смысле этого слова, начинает рассыпаться.
уезжает дочь, уезжает сын без согласия с отцом, в споре с отцом, в разногласиях с отцом и так далее. Он остается один, и начинается деградация человека. И Гоголь рассказывает об этой деградации, Гоголь рассказывает об этом снижении, Гоголь рассказывает о бесчеловечивании человека вовсе не сатирически, вовсе не иронически. Он сочувствует, он сопереживает своему герою, он отдает дань уважения тому, кем он мог бы быть. И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Это ирония, это сатира. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающееся мужество. Забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не поднимите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек, но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. Где здесь сатира? Где здесь ирония? Здесь глубочайшее понимание, а в русской традиции понять значит простить. Это понимание. Вот такого, понимаете, в чем дело? Вот фокус заключается в том, что такого отношения, допустим, к Манилову нет. Хотя он вроде бы безобидный человек. Такого отношения к Ноздреву нет. Такого отношения к Коробочке нет. Хотя Коробочка тоже вроде бы как безобидный человек. Тем не менее, только применительно к Плюшкину разворачивается вот этот монолог. Монолог, исполненный глубокого понимания трагизма жизни человеческой, в том числе трагизма и этой человеческой жизни. Откуда эта горечь, откуда эта досада? Вот отсюда, от понимания. Заметим, что только у Плюшкина, вот мы уже говорили о том, что у Плюшкина и Чичикова есть биографии. И обе эти биографии строятся именно по этому принципу, по принципу деградации, по принципу нисхождения, когда жизнь не стимулирует, подкармливает, подпитывает не лучшее, а худшее качество в человеке. И для Гоголя это опять то, что можно назвать пониманием жестоких законов жизни, пониманием того, как эти законы медленно, но верно перемалывают человека, как они заставляют его быть не таким, каким он может и хотел бы, может быть, и так далее. Все вытравлено в Плюшкине, но не до конца. Посмотрите, замечательное совершенно место. Он, в отличие от других, у кого нет прошлого, естественно, они о нем не помнят, а Плюшкин о своем прошлом помнят. Так не имеет ли они заканчивают закончили торговаться, уже оформляют документы на мертвые души. Чичиков спрашивает: так не имеете ли кого-нибудь знакомого, чтобы представлял его интересы там в городе? Да какого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшки, как не иметь? Имею, сказал он, ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне. Как не знать? Однокорытники были, вместе по заборам лазили, как незнакомые. Вы представляете, что вспоминает Плюшкин? Он вспоминает свое грубо говоря, беззаботное детство. Оно не умерло в его душе, оно осталось в нем. И он нам... И на этом деревянном лице, после этой фразы Гоголь пишет, и на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства.
явления, подобные неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшего радостный крик в толпе обступивший берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утопающие или утопленные борением руки. Появление было последнее. Глухо все и еще страшнее и пустыннее становится после того затихающая поверхность безответной стихии. Вот здесь Гоголь, на мой взгляд, спорит с самим собой. Он как бы выносит все, больше ни разу в душе Плюшкина ничего человеческого не шелохнется. Все, последнее, что называется, движение. Но так ли это? Почему это луч осветил лицо Плюшкина в последний раз? А разве не испытывает Плюшкин чувство благодарности к благодетелю, к Чичикову, который купил у него непродаваемый товар? И разве не пересилил ли себя и не предложил ли этому человеку даже рюмку ликеру и тот самую корочку, тот самый сухарик? Мало того, когда уже Чичиков уехал, и Плюшкин вернулся в дом, зашел в людскую, под видом ревизии наелся там общей каши, щей с кашей хорошенько, и он ложится в постель и думает. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя. А что благодарить-то? Ты деньги получил, все. Как бы возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие? Я ему подарю, подумал он про себя, карманные часы. Они ведь хорошие, серебряные часы, а не то, что какие-нибудь там паковые или бронзовые. Немного подиспортились, да ведь он себе переправит. Он человек еще, вот обратите внимание, он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет? Прибавил он после некоторых размышлений. Лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне. Вот если Плюшкин деревянный, зачем ему нужно было бы, чтобы Чичиков потом когда-то поминал о нем? Значит, не деревянный. Как видите, вот автор приговорил, а герой оспорил. Автор сказал, все, это последнее движение. А оказалось не последнее движение. Еще какие-то движения появились человеческие, противоречащие этому определению деревянный, что называется. Причем вот этой реакции, обратите внимание, на которые способен только Плюшкин. Это отцвет какого-то, опять вот то, о чем мы с вами говорили, это опять отцвет, по-иному сформулированный отцвет другого мира. Вот такого нормального мира. Этот нормальный мир остался в душе Плюшкина, вот, так скажем, вот меркнущим светом, колеблющимся, но не потухающим. И это вот для Гоголя очень важно. И почему? Чуть попозже. Не потух этот цвет, как это ни парадоксально, и в Чичикове. И его биография, как мы уже говорили, это тоже вот с пониманием, может быть, без такого сочувствия, как к Плюшкину, но биография, рассказанная человеком, понимающим, насколько тяжела жизнь, насколько ломающий, насколько сокрушителен ее ход, насколько трудно, а может быть невозможно человеку противостоять этому ломающему его ходу. И тем не менее, реестр Собакевича поражал необыкновенную полнотою и обстоятельностью. Это монолог Чичикова. Это не авторский монолог. Между прочим, только у Чичикова
авторские монологи строятся как монологи героя. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные мои, поделываете на веку своем? Как перебировались!» И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельевич «Не уважай корыта», пришедший, принадлежавший когда-то помещице Коробочки. Он опять не утерпел, это Чичиков, чтобы не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехавшийся! Мастер ли ты был, или просто мужик, и какой смертью тебя прибрало? В кабак ли, или в кабаке ли, или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвый, примерный, трезвости примерной. А, вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардии годился бы, чай, это он вспоминает характеристику Собакевича, чай все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба, да на 2 сушеной рыбы, а в мошне чай притаились, всякий раз притаскивал всякий раз домой целковиков посту, а может и государственную зашивал, то есть 250-рублевую бумажку. Где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть и на крест потащился, и, поскользнувшись оттуда, с перекладины шлепнулся озимь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою затыл, и так далее, и так далее, и так далее. Это Чичиков? Это Чичиков? Все, у кого я, почти все, у кого я этого не читал, все говорят: это внутренний монолог автора, приписанный Чичикову. Господи, почему он другие лирические отступления своим героям не приписывает? А этот Чичикову приписал. А нет, это не авторский монолог. Это монолог героя, который в котором в какой-то момент, точно так же, как и в Плюшкине, проснулся человек. Проснулся человек с тем опытом жизненным, который, казалось бы, в нем уже забыт. С той основой, которая в нем уже почти до конца выстроена, но оказывается не до конца, не все, не полностью. И когда возникают некие условия, когда возникают некие дополнительные условия, это начало, человеческое начало, в Чичикове начинает просыпаться. И он начинает говорить языком и голосом Гоголя. Это уровень обобщения, это уровень лирического настроя, авторский, фактически. И дальше он будет там и про Елизавету Воробей, и про Григория «Доезжай, не доедешь», и при Еремея Корякина, Никиту Волокина и сына его Антона, и про Бурлака Абакума Фырова. И заканчивается это все. Так-то вы наработаетесь, бурлаки, и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню. Чичиковский монолог выходит к тому же, к чему выходит несколько основных, несколько ударных лирических отступлений повествователя к теме Руси. И это тоже совершенно не случайно, и об этом мы с вами и сейчас поговорим. Изображая Чичикова и Плюшкина, Гоголь как будто спорит с самим собой. Вот его установка на сатирическое повествование, его установка на разоблачение, вот здесь дает сбой, здесь она перестает работать. Здесь оказывается, что далеко не все, что есть в этих героях, вот входит в этот объем понятий, достойных, объем качеств, достойных неприятия, несогласия, сопротивления и так далее. Он словно держит в уме вот тот самый
второй том «Мертвых душ», который он задумывал как другую сторону первого тома. Здесь собраны все мерзости, а там будут изображены все прелести. И он, работая над первым томом, как будто время от времени, как бы вспоминает, будет же и другое, будет и совсем, или прямо противоположное тому, о чем я говорил. Что происходит? Вот в первом приближении происходит удивительная вещь у Гоголя. Вот мы с вами говорили о том, что до гоголевская и после гоголевская традиции представляют себе отношения между реальностью и идеалом, с одной стороны, как разные грани одного и того же явления, и вторая проекция – это идеал вынесен в будущее, настоящее беременно будущим, но ему пока в настоящем мало, и по мере хода времени оно должно набухнуть, увеличиться в объемах и в конце концов заслонить неидеальный мир, отменить этот неидеальный мир. Что происходит у Гоголя? Гоголь первый и единственный в русской литературе, и интуитивно мы это чувствуем, но формально это выразить очень трудно. И единственный в русской литературе начинает строить это отношение совершенно по-иному. У него негативное и позитивное не рядом, не грани одного и того же явления, не стороны одного и того же процесса, а кора грубая, жесткая, отвратительная, мерзкая, вот как замерзшая, как застывшая, как высохшая болотная грязь, под которой постоянно, неизбывно набухает, существует и в любой удобный момент прорывается идеальное начало. Идеальное начало не вынесено никуда. Оно, им чревато, им беременна Россия. Настоящая Россия – это то, что под этой корой, это то, что под этой пленкой. И это настоящее в любой момент может прорвать эту кору, проломить эту кору, прорвать эту пленку и выхлестнуться во всей своей полноте. Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу. Бедно, разбросанно и неприютно в тебе. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Вот эта сила и влечет. Вот этого внутреннего содержания. Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так и зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полное ожидание очи? Что пророчит сей необъятный простор? Что грозно объемлет меня могучее пространство, страшной силою отразясь во глубине моей, неестественной властью осветились мои очи. Какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль, Русь. Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгоняемая тройка несешься, дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, ну и так далее, и так далее. Этот кусок я не буду вам полностью читать, вы и без того его хорошо знаете. Вот в нескольких лирических отступлениях, отвлекаясь, обратите внимание, отвлекаясь от детализации, вот там, где Гоголь тонет в деталях, там совершенно другие лирические отступления. Там, где он поднимается на космогоническую почти высоту, открывается совершенно другая картина. Руси как целостности, как единства, вот этого, в котором потенциально содержится и в любой момент может развернуться во всей полноте и во всей своей мощи совершенно иное, позитивное, могучее, сильное, производительное содержание.
я долго не понимал, зачем надо читать у Гоголя выбранные места из переписки с друзьями. Обязательно. Вот второй том «Мертвых душ» можно не читать, а выбранные места из переписки с друзьями в пару к первому тому «Мертвых душ» читать обязательно. Почему? Потому что если вы посмотрите на выбранные места как на единое целое, опять же, не размениваясь на детали и подробности, то вы обязательно обратите внимание, что это домострой по Гоголю. Домострой по Гоголю, в котором он отвечает на вопрос, который не ставит и на который не отвечает в «Мертвых душах». А как? При каких условиях высвободится этот огромный потенциал, эта огромная сила? Вот в выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь отмечает. Первое проявление этой корки, пустынность. Надо заселить пространство России. Надо объединить его, структурировать его, заселяя людьми, причем заселяя не просто людьми, а заселяя семьями, занимающимися производительным трудом, живущими по законам добра, справедливости, честности и так далее, и так далее, и так далее. И тогда это переструктурированное пространство, оно размоет эту кору и освободит эти силы. И еще один принципиальный момент. Вот это отдельный разговор, но я коротко его помечу. Если взять всех, исключая Чичикова, всех героев «Мертвых душ» и последовательно пройти по ним, то вы обязательно обратите внимание на то, что эти герои, они какие-то невзрослые. Они дети. Вот Манилов. Вот так, как мечтает Манилов, абсолютно бескорыстно, абсолютно, мечтая ради мечты, получая удовольствие от самого процесса, мечтает только ребенок. Становясь взрослым, он начинает корыстно мечтать. А здесь детское мечтание. Коробочка. Вот когда она, я ее прекрасно понимаю, когда Коробочка говорит Чичикову, что ж ты, голубчик, из могил выкапывать, что ли, будешь? Я ее прекрасно понимаю. Она не способна к абстрактному мышлению. Не потому, что она глупа, она очень умный человек. Но ее мышление детское мышление. Потому что ребенок до определенного возраста к абстрактному мышлению не способен. Я себя прекрасно помню. 1 или 2 класс. Я сижу, читаю, решаю задачку. 1 плюс 3 сколько будет? Черт тебя знает сколько. Отец бесится. Вот 1 яблоко я тебе дал, еще 2. Сколько у тебя яблок стало? 3. Так 1 плюс 2 сколько будет? Не знаю. Вот я знаю, сколько будет 1 яблоко и 2 яблока, но 1 плюс 2 я не знаю, я не понимаю. Коробочка точно так же, она не понимает. Она может из того, что предлагает ей Чичиков, она может представить себе только одно, что Чичиков их выкапывать будет из могил. Ноздрев. Там есть замечательное совершенно место, я тоже стараюсь его почаще цитировать, где он водит сначала по своему двору Чичикова и показывает там ему свои владения, а потом они выходят за барский дом, а там поле. И он говорит, вот это поле мое. И вот лес, видишь, за полем голубеет, он тоже мой. И все, что за полем, и все, что за лесом, тоже мое. Стоп. Так где ж твое кончается? Тогда надо весь земной шар обойти, и у тебя со спины оно вот здесь и кончится. Вот так врать, как Ноздрев, опять же может только ребенок. Это вот... Совершенно верно. Вот так врать может опять же только ребенок. Безоглядно, не задумываясь о логике вранья, не задумываясь о том, чтобы это вранье выглядело достоверно. Это совершенно не заботит. Важен сам процесс.
То же самое с Собакевичем. Вот основная характеристика Собакевича – это не развлечение живого и мертвого. У него вещи как живые, а живой человек как вещь. А это тоже, кстати, особенность детской психологии. Откуда детская жестокость? Вот от этого нечеткого разделения живого и мертвого. Они себя могут с живым вести как с куклой, с куклой играть как с живой и так далее. Вот откуда эта детскость? Откуда эта детскость? Мне кажется, что вот тут мы как раз можем перейти ко второй части нашего разговора, вот к тому резюме, которого вы так очень сильно хотите. По Гоголю то, что происходит, по Гоголю мертвых душ, то, что происходит с Россией, это сворачивание и свитка истории. История начинает двигаться вспять. От взрослости она уходит к детству, а не разворачивается от детства к взрослости. Но сворачиваясь, она начинает напоминать вот ту пружину, которую сжимают. И когда Гоголь вот пишет нам о Руси, о птице-тройке Руси, он говорит, а вот когда движение пойдет в обратную сторону, от реверса к аверсу, что называется, вот тогда эта пружина высвободится, и тогда держись. Вот это гоголевская картина мира. Еще раз повторяю, ни до Гоголя, ни после Гоголя, ни у кого такого представления о Руси не было. Потом это представление начали славянофилы очень эксплуатировать и так далее, но это уже была бледная копия, и она достойна особого разговора, но очень специфического разговора. А у Гоголя вот так. И вот об этой модели и о том, как она живет и чем она живет, я как раз и хотел вам сегодня рассказать. Спасибо. Спасибо. Вопросы?